Добрый день, дорогие зрители! Вы снова в студии Крыльев. Мы записываем очередной подкаст. И сегодня у нас в гостях Ирина Кадзова, руководитель Центра изучения астинского языка «Арта». И мы будем говорить о том, как внедрять астинский язык обратно во Владикавказе. Да, давай поговорим, мы будем сами тоже внедрять. Постараемся, по крайней мере. Сразу, ты ведешь канал Рух-Суш. И в этом канале ты дала 5 рекомендаций по как сказать, практике астинского языка. И вот одна из рекомендаций, ты говоришь, что если ты даже не можешь полностью составить предложение на астинском языке, то хотя бы используй вводные фразы, фразеологемы, часть предложений на астинском языке. И вот я на самом деле благодарен за этот совет, потому что я ровно так и делаю, но я вот с детства помню, вот была такая установка: или говори на астинском, если не можешь сказать, то уже скажи по-русски. А если ты миксуешь, то тебя как бы осуждающие к этому относились. И в итоге в какой-то момент астинский полностью выветривался из твоей речи. Вот. И вот мы видим прямое как бы следствие этой рекомендации. Мы, конечно, я за чистоту речи. Барга. Можно на астинском что-то сказать? Конечно, можно. Нужно. Барга кузурикам кана армаш туршагау, кана армаш иронав. Но реалии, особенно реалии языковой среды в Владикавказе, мне показывают, что думать о том, как сконструировать предложение на астинском, это энергозатратно. Плюс еще может кто-то сделать замечание, поругать, сказать так. Поэтому люди выбирают, что из двух языков, которыми владеют, выбирают русский. Это наименьший путь сопротивления, но это наиболее быстрый путь к тому, что язык выходит из рамок употребления в речи. Поэтому я тоже сама придерживалась этой линии. Ты либо говоришь на русском языке, либо ты говоришь на астинском языке. Опять-таки, барга, we can and quiet. Теряем. Вот из этой установки мы теряем. Я все-таки за билингвизм. Я понимаю, что чем все время отодвигать астинский, потому что сложно, потому что неуместно или еще много там разных, может быть, причин, лучше вводить, во-первых, много вопросов к тому, почему даже те, кто не является носителями языка, не знают, я не про всех говорю, не знают обычные стандартные фразы приветствия. Когда мы едем в заграничные страны какие-то, да, мы там стараемся что-то выучить. Я понимаю, что республика — это субъект, да, не нужно обязательно учить какие-то слова. Но почему нет? Почему? Тем более, что приезжим, да, любому человеку, наверное, нравится блеснуть, да. Да, вот что сказать, бужник, и сразу это же эмоции, бужник, и сразу открываются сердца, вот это все интересно же. Но мы этого не несем. Я недавно знакомилась с иностранцем, он здесь учился 2 года. Я писала тоже об этом в Рухще. 2 года учился, и он не знал ни одного астинского слова. У меня вопросы не к нему. А, к окружению. К окружению, то есть он живет в республике двуязычной, где есть прекрасный язык, он не китайский, да, со сложными тональностями, и он не знает там элементарные фразы. Вопрос не к нему, а к тому, что то есть он жил в среде, которая не требовала и не требует не так, что как ты так не говоришь, просто не создается это условие, что он где-то слышит да бонхож везде слышит бужник, везде слышит сукушиш, везде слышит там эти элементарные фразы. И он тоже захочет блеснуть, почему бы и нет. Но этого не было. И тоже вопрос возникает, почему мы находега и самой нахи айштам ирон вжагай. Я тебе скажу, что астинский язык на самом деле действует магически на жителей Осетии. Я замечал, что если ты проходишь мимо взрослых женщин, которые летний вечер там сидят на скамейке около дома, и ты говоришь им «здравствуйте», или «здрасте», «здрасте». «Здрасте». Да, они вот так, «здравствуйте», все. Как только ты проходишь, говоришь «ваизар хорс», они моментально все встают, да, изархорс, кемейда, омшарес, начинают тебе задавать вопросы. То же самое, подходишь на кассу, и
ну, например, ты не можешь найти цену, да, и вот ты можешь обратиться, не могли бы вы подсказать, и, ну, такая какая-то, ну, вежливая реакция, ну, вот такая, потом, когда подходишь, да, хорза, хайза, и моментально она открывает глаза, ну, что такое, там, ну, то есть она готова все сделать, да, что тебе узнать, да, бери просто так. То есть реакция на астинский язык бывает такая вот. А я уверен, ну ладно, от носителя, ну, понятно, что я астин внешне, да, и понятно, что я по-астински говорю, и как бы это не должно удивлять человека. Но когда понятно, что это приезжий человек, и вдруг он говорит по-астински, там реакция x2, ну, сразу коэффициент бывает другая, потому что людям приятно, конечно, что человек вот, ну, постарался, хоть пару слов узнал. Вот. Но я удивлен про иностранца, потому что первое, что мы, когда я учился в Москве, первое, что мы делали, там студенты из Чечни, Карачаева-Черкесии, Кабарды, мы первое, что учили друг друга, это мат на родном языке. Ну хотя бы, ну правда. Не, ну ты знаешь, за матом сразу последовали фразы и приветствия. То есть вот первые дни вот эта глупость, мат, а потом уже вот эти фразы там, и ты уже понимаешь, что ты в любой республике там, в Карачаево-Черкесии, там, Калайса, Джашуа, там Мува, там Сунох Чияцы, вот эти все фразы, ну, моментально. Вот. И мои друзья тоже по-астински какие-то фразы. Бужнык, все знают фразу. Бужнык. Это тоже просвещение, знаешь? Ну, взаимное просвещение, да. У меня два комментария есть вот по поводу того, что да, реакция на родной язык, даже если это не астинский родной язык в там, республике или в стране какой-то. Хочешь, не хочешь, да, мы не можем отрицать то, что астинский — это наш родной язык, да, в нем есть некий код, и вот произнося какие-то слова, вот этот код, он как будто открывает, не знаю, сердце, да, доступ к памяти предков, да, это, конечно, все может звучать довольно эзотерически, но я про то, что это в генах, и это несет определенную информацию, ген. Вот видишь, ты говоришь, они привстают уже. Ну да, сразу реакция потому другая. что это уже связка. Так, ага, Ирон, шиштун кауина гой могу. Все. И такая же история с пожеланиями. Мой ученик делился историей о том, как он использовал пожелания со своим другом. Я во время обучения стараюсь давать фразы, вот эти арфата, потому что думаю, что ну, это тоже сокровища языка, они тоже содержат в себе некие коды, и нужно их знать. И вот он говорит, он практикует астинский со своим другом, он ему звонит и начинает с ним разговаривать. И друг делится какими-то планами, и мой ученик Георгий, привет ему, если он смотрит, он говорит, такух бафтет. Все, его друг расцвел, он говорит от счастья, говорит, куда себя деть, он не знал, потому что это эмоции, то есть пожелания друга на астинском. Это все, и это несет другую информацию. Не потому, что русский язык хуже или осетинский лучше, нет, да, вот я всегда стараюсь это подчеркивать. Нет хуже лучше, есть ближе, да, есть понятия, которые есть в языке, и мы их понимаем где-то на подсознательном уровне. Опять-таки, даже когда мы не до конца понимаем вот фразу, да, нам это откликается, потому что это все, это память детства, да, в детстве мы нет, где-то слышали. Конечно, другой вопрос может быть к осетинам, которые вообще никогда не были в среде, вообще никогда, они не знают, что это такое, как тогда там может быть глухо. Бужно ты ему сказал, или на кабардинском что-нибудь, да? Или когда ты подходишь, в Москве часто бывало, там, ну, человека слышишь, там фамилия Баллаев, допустим. Да. К нему подходишь, ерунда. Он, какая ерунда? И ты все, извините, пожалуйста, я пойду. Вот. А тут другая история, то есть он есть все-таки этот язык, слава богу, да, осетинский язык, он есть у нас в обществе. Он фиксируется, да, где-то подсознательно, по каким-то разным причинам человек выходит на общение на русском языке, но вот эти коды, вот это все знание языка, приятные ассоциации, они остаются. То есть это то, что это не просто какие-то наши разглагольствования, да, это опыт мой, твой, и, я думаю, многих наших зрителей. Ну, слушай, есть ткань общественного пространства, да, и ты на ней можешь быть как, ну, там, пятно, а можешь в нее встроиться. И это встраивание происходит в том числе, когда ты с человеком, это даже если не говорить про иноязычную среду, да, взять какой-нибудь российский регион, Пермь,
да, но пермяки у них же свой сленг, свой акцент. И когда они слышат московскую речь, у них одна реакция, но когда ты там можешь пару смешных вот из пермского сленга что-то использовать, то к тебе меняется отношение. А ну, тем более в Осетии, когда у тебя есть язык, который параллельно используется. Все-таки остинский, да, он из многих сфер вытеснен, но при этом он остается языком сакральным. Да, то есть, и поэтому, когда ты садишься с таксистом, да, там, едешь с ним до Бонхорс, Джабаху, там, Вастер Джедемба, Лима, Яга, Мешмар, понимаешь, и вот эти все фразы, вот, этикет, да, вот этот вот простой этикет, но он звучит на остинском языке, понятно, что этот таксист может филигранно на остинском не разговаривать, ты филигранно на остинском не говоришь, но когда вы этими фразами перекидываетесь, вот сразу понимается, вот, ну, свой, и уже как бы начинаются какие-то там досужие обсуждения. А я вообще очень люблю с таксистами поговорить. Всем моим братишкам-таксистам салам, потому что я очень люблю с ними поговорить, потому что если ты хочешь знать вот то, о чем реально думают люди, Это, кстати, не мои слова, это слова Насима Талеба. Он говорит, что ты можешь быть супер крутым игроком на фондовой бирже, да, но если ты хочешь понимать настроения глубинные, да, там, вот этого глубинного народа, то тебе надо разговаривать с таксистами. И ты от них иногда подчеркнешь столько информации, просто ее надо правильно воспринимать. Да, то есть, ну, если напрямую воспринимать, то получится, что у каждого таксиста дядя ФСБшник. И он временно работает, так получилось сегодня. Да, кстати, возвращаясь о фразах, да, ты перечислил Арфата. Я вспомнила, как один из, тоже писал об этом, один из наших политиков запускал чиновников. Какое-то было мероприятие, и в конце он завершил свою речь остинским пожеланием «Фандара аштаканут», автожахта. И вот ты слушаешь вот сюжет, и абсолютно вот просто ты воспринимаешь информацию. Просто вот да, запустили все дела, и в конце фандарашку ты сразу вау, это другой уровень. Это другой уровень, потому что чиновник использует Арфата, он нам показывает, что я чиновник, я использую, это классно, это нужно. Почему, опять-таки, прости, что я возвращаю нас к этому, но опять-таки, вот это меня зацепило, еще кого-то зацепило, другой политик, чиновник также скажет. И вот так нас побольше рухшата шутся, тебе, во мне, еще в ком-то, и рано или поздно это должно вылиться во что-то, пусть не филигранное знание языка. Филигранно, я тоже не знаю язык филигранно, и надеюсь, никто так не думает. Потому что я думаю, что филигранно язык знать невозможно. Он живой настолько, насколько живой народ. И ты правильно говоришь, да, про водителей такси. Они знают народ, они очень много общаются и так далее. Чиновник скажет одно, там другое. А язык такая же живая структура, как водитель такси, ну, примерно. Да. Такая параллель, да? Живая в Алагире свой сленг. Вот когда мы изучаем там глаголы, я всегда вспоминаю неизменно, вот как наши мальчики между собой говорили там «О, сейс, рай, даешь», вот это «сума», сейчас я резко не вспомню, но вот такие фразочки, в Алагире такое, в Сурдигаре такие штуки, в Дигаре такие штуки. И филигранно, мы скажем там, кто-то филигранно знает язык, даже это писатель, а в другом ущелье он может не филигранно знать. Ну, в этом есть разнообразие языка. Кстати, меня вот это убивает желание унифицировать остинский язык, вот какое-то стремление чиновников провести унификацию. И я в каком-то смысле сам жертва этого, потому что разговариваю я на кударском говоре. Но если я читаю на чесанском говоре, потому что, кусынч, вот я скажу так, но когда я читаю, я буду цыкать. Ну, потому что я вижу, понимаешь, и я не могу перестроиться. То есть я когда читаю текст, то у меня получается чесанский говор. Вот я ничего с этим не могу поделать. Ну, вот. как приучился. Да. Ну, потому что меня учили несколько раз по-разному, и вот такой микс произошел. Но опять же, какая разница, ты читаешь, ты понимаешь, ты говоришь, на каком бы это говоре не было. Конечно, и это так красиво. Есть
Мы втроем, когда собираемся, Юд Гурон, и на Хушайрак, Жалагирак, Ирон, Ома Иронка. Мабайдаем Нахашкан. Это так красиво бывает просто. Это очень красиво звучит. У нее красивый такой сочный южанский. Здесь она на Дигаринском. Есть же Чекалинский и Дигаринский. Да. На Дигаринском говорит, я на Иронском. Это такой красивый микс, и мы начинаем делиться друг с другом Махмафтов Азрунс, Махматафтов Азрунс. И нет момента вот, а давайте все на Иронском. На телевидении сколько было моментов, когда приходили гости, или я договариваюсь с гостями, они говорят, ну я на Иронском, мы же Иронау жонен. Я слышу... О, я говорю, Дугурона, пожалуйста, я только за. Куда я рагау, часа я нагау. О, да. То есть у многих в голове есть вот до сих пор вот эта установка, что только иронские. Я знаю, что многим сейчас эта моя мысль не понравится, но я за звучание разных вариантов астинского языка. Уже когда он будет звучать в городе тоже, да, по-разному, тогда мы уже можем говорить о том, чтобы как-то вот идти к литературной форме. Ну, вот как, не кронская имеется в виду, а просто вот уже говорить о том, что правильно, я думаю, неправильно. Что само будет этот процесс выстраиваться, в какой форме мы придем, потому что я опять же всегда говорю, если дигурский диалект в какой-то момент исчезнет, то, а значительной части там аланского наследия, да, каких-то глубинных изучения языка, можно забыть. Но при этом дигурский диалект, он быстро исчезает, довольно быстро. Но есть проблема. Потому что мы понимаем, что в школах в Иравском и Дигорском районе, в школах там они на дигорском диалекте их учат. Тут сейчас вообще вопрос, хоть бы как бы учили, да? Да, но вот да, тоже эта проблема, есть. Почему так? Я бы, если бы у меня был сознательный выбор, да, я бы мог своих детей научить говорить на астинском языке, самостоятельно я вряд ли справлюсь с этой задачей, я бы предпочел бы дигорский, но это был бы сознательный выбор. Нет, это сознательный выбор, потому что есть Волокомский уже исчез, говор практически. То есть, и что делать? А это же часть такой пласт культуры. Конечно, да. И ведь эти фразеологемы были какие-то, они же исчезли. Это беда. И я, знаешь, возвращаясь от этой больной темы, вот астинский язык, он еще, знаешь, он нас переносит в какую-то другую иерархию во время общения. Да. Вот я заметил, что, допустим, тебе звонит сотрудник полиции. Добрый день. Гражданин Пухаев здесь проживает, вот мне надо с ним пообщаться. Я говорю, фэлмош, гражданин Пухаев. Я говорю, Штефан, Захмаман. И он раз так. Demek yani софтажурun. Я говорю, конечно, иронлаг денме, автомемежур. У меня просто сейчас мурашки. Он автомемежур. О, это хорсмесмер. И тут он уже начинает тебе говорить с тобой вообще по-другому. То есть из взаимоотношений официально таких деловых. Человек, сотрудник полиции и там гражданин, вы перешли из системы Астин-Астин. И потому что там другая система все равно. Абсолютно. И тут уже будет другой формат. А когда люди не хотят переходить эту, я даже один раз видел такую реакцию, около одного завода была такая напряженная обстановка, там полиция, сотрудники полиции и граждане. И вышли такие дигорские ребята, прямо очень, как сказать, я не знаю, там, мне в этот момент ощущалось, что там вот это тестостероновое облако над ними, да, прямо заряженные ребята. И он начал к сотруднику по-дигорски обращаться. И тут говорит, я, тебя не понимаю, говори, на том, котором я понимаю. И тут дигорец моментально перешел на иронский и говорит, ему говорит, гени софта демедер журджина. И тот молчит. И он ему говорит, шаменом звопмен надаттес. И уже он на нервах, и тот человек так потерялся, да, и я смотрю, что даже другие сотрудники полиции, они уже как-то у них пыл упал, потому что они смотрят, тебе человек обратился на нашем родном языке, а ты что не отвечаешь. И моментально ситуация меняется. Ты переходишь, и договороспособность возрастает моментально. Да.
Много раз это тоже на своем опыте испытывала. Да, там, покупатель, продавец. Только на астинский переходишь, другой разговор. Да, более теплые сразу отношения. Да, сразу возникает вопрос «Макамейда». Когда я покупаю у старших, да, что-то, старше, я говорю на астинском, там, «Мана и Сашка, мана и ахама мнавар». Сразу такое отношение, хиштар-каштар вот сразу устраивается. Уже я чувствую какое-то родительское такое, материнское отношение, отеческое, если это мужчина старший. И мне это так нравится, и говоря о том, что это другая иерархия. С одной стороны, мы впадаем в иерархию хиштар-каштар, да, и вот есть прекрасные фразы хиштари окканен, каштари окканен, маудетта махшонам. Есть еще вот этот момент с «д». Иронал камафанды даже «дезурзана». Хиштарва, каштарва, президентва, чифандарва, вот таруйгуде. И в этом вот равность. Никогда там в этом не было? Я поэтому говорю про иерархию. Иерархия моментально меняется. Вот этого выкания нет. Да, а вы, это как будто, мне кажется, не хочу никого обидеть, но как будто мы не до конца даже вот понимаем, зачем выкать. Да. Многие ребята, которые говорят чаще на осетинском языке, они переходят на русском на «ты». Я говорю, когда они переходят и тыкают, я еще плохо знаю человека, я говорю на «вы», пожалуйста. И он на осетинском же говорит на «ты», ну тогда на осетинском говорит, никаких проблем. Да, тогда нет. Да. Или там ребята могут, у нас нет женского рода, да. это уже про влияние, да, осетинского на русский. У нас нет женского рода, и человек может, вроде бы легко, свободно говорить, но в моменте он может забыть об этом и сказать там про нее, он пришел или она пришел, что-нибудь. Но это сегодня выглядит неграмотно, но когда я такое слышу, я думаю, я всегда понимаю, человек очень много говорит на осетинском языке. Я сразу, схожу. Кстати, в село приезжаешь и сразу замечаешь, что вот с родами ошибки бывают. Да, но опять же, это как, знаешь, это вот есть такие маркеры, по которым можно понять, в какой среде жил человек. Вот, например, я недавно это узнал на самом деле, да, вот заметил такую штуку, что Эльбрус, если он из осетиноязычной среды, у него будет кличка Блюм. Блу или Блюм. Если он в русскоязычной среде, он там Бусик будет как-то, вот это же удивительно, и ты сразу понимаешь. Да. Георгий бывает Жоры чаще всего. Когда я слышу как Жорик, я думаю, что-то не то в моей, хотя на щахшу Жорик, Мауи Ронавза Бахсур, вот он исключение, скорее всего, исправил. А так, когда я вижу вот Жорик, я понимаю, это вот он в русско какой-то говорящей среде. А так Георгий это всегда Геор. Да, Геор. Или еще Джуэр. Джуэр часто бывает. Я как-то давно познакомилась с Ладемром. Я тогда ладе, и потом мы перешли в паспорте, говорит, я Владимир, говорю, какой Владимир, ты же Владимир. Нет, меня, говорит, Вова, я, говорит, коллега Вова зовет, он в Петербурге или в Москве, в Петербурге, да. Коллега говорит, Вова, я говорю, какой Вова, ты же Ладе. Вова и Ладе, как что. И для меня было странно, он для меня, для Стинки сказал Ладе, а для это не говорящей среде, он Вова. Я такая, Вова Тасу. У нас есть друг, который всех людей, у кого вот, не астинозвучные имена, он их переименовывает. Потому что у нас есть друг, например, Александр, Саша. Александр. Да. Он пошел еще дальше. Он говорит, как мы его Сашей будем назвать? Это же не серьезно, Сашка, это же не серьезно. Давайте. И он придумал астинское имя. И все, Джиго, все, да, Джиго, все. Почему, я не знаю. И вот так каждый раз, потому что Вова, Сашка, такие имена, как-то они же в Осетии, ухо немного режут. Конечно, да. Да, поэтому Джуэр, Рома стал рожденом. Да, рожден. Коля это Кола. Кола. Мне так, у нас есть на работе этот Коля, инженер, я говорю, Кола. Мне, наверное, непривычно, я говорю, Кола только. Так у меня прадед был, прапрадед, Кола, да, то я тоже Николай.
Или еще Илико, Николай Илико. Илико, ну, Илико, Илья, это да, Илья. Не, Илья это Илас. Вот у нас есть товарищ, Астин, у него он Илья. Да, и так его никто не называет. Вот. Илас. Я, знаешь, о чем часто задумываюсь, и, скорее всего, ты тоже задумывался. Раждар, Иронов, Жак. Ехирдыгон алтындар кот тауршак зашта. Вот он подминал хорошенько, что Булк-он, полковник. Да. Фентаж, Булк-он-тай, Алмарти. Ну, это Пухат или Койзарок, да. Я в детстве не понимал, что Булк-он-тай. Не был. Я знала, что это полковник, но я не могла связать, что я тогда еще в школе училась, или на первых курсах института. Я тогда язык не чувствовала еще так, как сейчас. Я не могла понять, что Булкон образован от полковника. Я думала, это астинское слово, вот какое-то, вот, да, когда-то оно образовалось, а тут заимствование. Сейчас мы заимствуем, и часто шутит молодежь, да, как говорить по-астински. Нужно вставлять в конце там, машина, там, что-нибудь, очки-то и так далее, и так далее. И ввиду того, что мы сами стали более наш язык, так скажем, нашему языку стало легче подаваться русский, мы очень легко забираем из русского языка в астинские слова. Вот мабабу, как она, кепчуп. Кепчуп. Да, это было так. Капустка. Это же кабушка, да. Это же от казачьего капустка. Казаки не называли капуста, они говорили капустка. И вот кабушка один, оттуда пошло. Да. Раньше еще я это не встречал, но я узнал, что раньше, например, помидоры в Осетии тоже джитри называли. Оказывается, не было отличия между, поскольку мы с овощами не очень хорошо дружили. Надо понять, что помидоры-то пришли относительно недавно в Осетию, да, их тоже назвали просто джитри и все, без особого выбора. Да. Но я еще сталкивался с историями, когда ребята сознательно придумывали астинские слова. Вот когда на заре контакта, вот там Вячеслав Иванов, там Рома Хугаев, все остальные, они работали над переводом. Вот я не помню, кто из них. Аслан Кудзаев, там много ребят было, Батрас Мисиков, да. Они придумали фразу ссылка, арвитан. Арвитан, да. То есть это вот на глазах люди придумали слово. Прекрасно разошлось. Да. Вот. И это хорошая, она необходимая, я считаю. Вот, то, что мы так легко забираем слова, мне не нравится, допустим, да, это нецелесообразно, это портит язык. Есть вот какой-то пласт терминов, мне кажется, это вот года 70-е, наверное, они, я их называю сделанные, они тяжелые слишком, это хатулга. Вот взять турецкий хастин, шаламар витам, Турчи ираттан, кадишти кашафа, удон рушагаваса на жонс. Удонан машина у вардон. Вардон, Это вот очень, очень классный пример того, что они взяли то, что знакомо. Да, вот вардон это что-то, то, что перевозит. Все, вардонами они сейчас не так часто пользуются, скорее всего. И вардон из повозки перешел в машину. Офигенный. Классный. Я, кстати, вардон чаще слышу, чем хатулга. Хатулга я всегда слышал, когда, а вы знаете, как машина по-астински, как хатулга? И все, какое интересное слово, и забывали его сразу. Да. Или вардон, как бы часто слышу. Вот, вардон, и когда придумывали, мне кажется, вот в этот период, да, определенный пласт вот этих хатулга-то, хаттахак-то, садарта, понятно из самых там каких-то логических и правильных побуждений придумывали вот эти слова, но они на сегодня тяжелые, потому что все-таки, как показывает, это история развития языка. Язык, он стремится к упрощению. Естественно. И к сокращению. Кстати, вот по астинскому можно заметить, что астинский на какой-то момент законсервирован оказался. Потому что вот русский за последние 150 лет, насколько я знаю, сильно сократился в длине слов, символов. Были исследования даже. Да. Вот астинский, и когда ты заходишь, например, в какой-нибудь из крупных сетей, где перевели на астинский, вот русская фраза, она количество символов одно, астинская фраза количество символов многократно больше. Вот здесь очень интересная эта тема. Дуордамдар кушаю сокуттак. Во-первых, сам астинский язык имеет очень много
подтекстов, да, то есть смыслы, которые мы знаем фоном. Это очень хорошо можно отметить в речи наших старших и в молитвах, куфтыты, штей арфаты. Потому что астинский язык все-таки, как я вижу, да, это следствие моего анализа, да, и какого-то опыта, мы сдержаны, да, вот считается, что астины — это сдержанный народ, нам бирена зуренс. Соответственно, исходя из этого, язык, он подстроен под это. И поэтому в одном слове может быть много смыслов. Я всегда это говорю на занятиях своим студентам, что если сравнивать, да, русский и осетинский, было очень долго, мне кажется, лет 10-20, возможно, 30 мнений, что астинский язык бедный. То есть я застала вот этот стереотип, когда говорили где-то, что астинский язык бедный. И в какой-то момент я сама этому стала верить. То есть это было, мне кажется, студенчество мое. Ирону в жагу, магуру в жагу, и все. Я стала думать, да, наверное, это так. А на самом деле, как я это вижу, я думаю, ты тоже со мной согласишься, и все, кто нас смотрит, носители, астинский язык, русский язык, он в ширину, да, у одного слова может быть несколько терминов. Астинский язык, он в глубину. Вот короткой фразой, да, вот в рухше, опять-таки, я часто такие фразочки пишу, в них глубокий смысл. Я когда начинаю разбирать какие-то фразы на занятиях, я это там заметила, потому что просто перевод ничего не дает. Вот просто какие-то слова рандомные, и человек не понимает, что это может означать. Я начинаю доносить смыслы. И смыслов того же данзина, то есть рагунзерта, того же данзина, нымт, фарн, ахдау, андерзерта, арфашта. Мы переводили, разбирали куфт, я прямо это для себя отметила, вот строчка астинская, мазе сыпарзерда, 4 слова. Я перевяжу на русский, там слов 10 получилось. Потому что молитвы и все вот эти арфаты, да, и речь носителей не сделанная, а именно из астинского мышления, она, если составлена по инструментам языка, это очень красиво звучит и не длинно. А когда ты пытаешься на астинском выразить мысль, сконструированную на русском языке, да. Вот зедравая. Ну, вот я вот так по-астински говорю, у меня в голове русская конструкция, и из этого я вот... В астинском же есть конструкция, что-то похожее на английский герундий, а в русском его нет. И ты просто она вдруг начинает пропадать из астинского языка. Когда ты можешь отглагольное предложение сразу использовать, не говорить вместо того, что который туда-то, туда-то. А ты по-астински, ты думаешь по-русски и говоришь который, и твое предложение сразу уже рушится на астинском языке. Да, вот это касафет там. Да, вот это большая проблема. Тут еще знаешь какой момент? Вот то, что ты говоришь, это... Я долгое время, в нашей школе говорят, что русский самый богатый язык. Я так и думал, пока я не прочитал большое исследование, которое говорит, что самый богатый язык — это английский. Связано с тем, что чем больше у империи колоний, тем больше языков проникает. И поэтому в английском языке очень много синонимов. То есть к одному слову множество синонимов. Понятное дело, что Российская империя, она была огромная, огромное количество народов, она использовала, то есть слов от этих народов, они входили, например, пельмени, это китайское слово, книга в русский тоже из китайского пришло, то есть осетины после того, как Аланское царство было уничтожено, были законсервированы, и поэтому тут у тебя уже нет возможности пополнять свой словарь из других слов других народов, и ты начинаешь просто расширять частоту использования одного слова в отношении других символов. И поэтому, когда говорят про то, что астинский бедный, чаще всего упоминают историю с цветами, что на астинском цветов мало. Да, но, опять же, тут же просто на чем акцентируется жизнь простого осетина. Она не акцентировалась на таких вещах, они акцентировались, зато предметов... Я читал Гадята Щека, у меня на русском и на осетинском. И одно и то же произведение открываешь, и у Гадята Щека, когда он описывает как Ляхва перетекает в Куру, и там описание на страницу. Описание, и я 70% слов не понимаю. Я понимаю, что там цветовая гамма, там то, как лепесток плывет по течению, как эти два течения соприкасаются. На русском это такие два предложения: река Кура,
лях во вкуру переходит, так-то, 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 так-то. Все, и ты думаешь, ну, а что здесь написано? И ты понимаешь, что это описательные образы очень сильные. Очень. Да, просто там философия немного другая языка. Там нету, что там синий, красный, немного по-другому все описывалось. Про философию языка и про цвета тоже хочется сказать. Опять-таки, да, возвращаясь к моменту, если конструировать предложения и мысли инструментами самого языка, ну там вариантов масса. Хорошим показателем, да, уровня языка является поэзия. Осетинская поэзия, я об этом часто пишу, говорю, пропагандирую везде, где могу, она на высоком уровне. Там такие образы. А может, коштайку и наканын. Я первый год в Рухще ничего Коста не публиковала намеренно, чтобы и себе показать, и всем, что можно, оказывается, вести год там страничку про поэзию и публиковать не Коста, а разных других поэтов. Мазжамана, это ранкота, вдонку байдаш кашин, там ну, такие чувства можно выражать языком осетинским, что ну просто монодишак. И цвета мада фероходенхаш. Во-первых, мир, да, вот, ну, Астину нужно там цах, там ур, шау, шерх, все. А зато посмотри, сколько слов у нас для друга. Амбал, халар, лыман, артхорт, амгар. Это все про друга. И когда я перевожу, да, мы тексты переводим, я начинаю там халар, тоже друг, лыман, тоже друг. Там, конечно, есть какие-то там у артхорда чуть другое значение, у амгар ровесник, но все равно вот в астинском контексте ровесник это не просто вот рандомный какой-то человек примерно твоего возраста, это уже какая-то определенная социальная связь. И так как дружба в астинском народе ценилась и ценится, надеюсь, до сих пор высоко, слов для дружбы много, очень для обозначения друга и степени очень много. Это вот от скифов идет, да, Жонш там Дандамис, Мамизок истории Мафтедартер. Кстати, вот Эмбал, я люблю чаще всего рассказывать, что Эмбал это не совсем друг. Это же тот, кто с тобой пошел в Балц. Да, да, сопутник, то есть, да. Человек, с которым ты вместе пошел по пути испытания, и тут уже немного другая социальная связь. Да. Лиман или лиман, как в Чикале говорят. Лиман. Да, это уже, знаешь, как это вот, это друг, может быть, как я понимаю, которого ты не очень хорошо знаешь, но ты его радушно встречаешь, потому что там часто вот, когда гости приезжают, и они уже там на 5-й день не могут покинуть селение, да, как не уехать из этой страны Лимонии. То есть все, мана лиман, заходи, сейчас мы тебя угостим. И человек не может уйти просто. Да, да. У меня бы вот к практической части бы хотел вернуться все-таки по... Ты преподаешь астинский язык. Мне бы хотелось, вот, чтобы ты поделилась опытом. За последние годы спрос на изучение астинского языка вырос. Ты чувствуешь какой-то там, что очень много людей вдруг захотело учить астинский язык. Если к тебе обращаются с такими просьбами, да, то есть кто эти люди, какие у них мотивы, какие причины? Начну с небольшой предыстории. Работала я в школе 5 лет. В разных школах удалось поработать с разным возрастом учащихся. Поработала я 2 года в институте, потом ушла на телевидение. Осетия Эрштон. И вот я ушла со школы, и сколько я вот это время, да, 5 лет, 5-6 лет, я не преподавала астинский язык, ну то есть официально, у меня всегда были ученики. Я даже вот 1 раз я дала объявление, что работаю в школе, потому что мне захотелось заниматься репетиторством. Все, я ушла на телевидение, никаких объявлений, ничего нигде не было, меня все равно как-то находили, через кого-то, что-то обращались. Потом случилась прекрасная история, мы переехали из Алагира в Даргород, Алагира Арахнавейн. И в Алагире, видимо, я дополняла свою зарядку, дополняла недостаток, нехватку астинского языка. Приезжала домой и там со всеми говорила на астинском. В городе была ситуация такая, что я говорю на астинском во время съемок, там, в музее, там, не знаю, кого-то из хичтеров вижу, да, своих, они не своих, общаюсь на астинском. То есть он такой деловой мне остался. Приехал мой друг из Алагира, и мы сидели целый час,
Мармаштыр и Ронамзр там. Я как будто вот воды выпила вот в такой жаркий день, как сегодня. Я поняла, что мне сильно не хватает остинского языка вот в обычном говорении. Не так, что я там готовлюсь к нему, там текст пишу, читаю или что-то. Нет. Маны нахашкану фандади. И вот тогда я начала активно вести соцсети. И Рухш я раньше начала вести. Я, кстати, прекрасный канал, ссылку мы обязательно дадим, подписывайтесь на него. Там очень много интересных вещей, которые для себя узнал, особенно фраз, которые пополнили мой дзурдуат. Вот, да, главное пополнять дзурдуат, не просто читать и пополнять. Моя любимая фраза «Бахатыр кенут мад дзурдуат соберу, уйтахай урсагав захджанен». Отмазываюсь сразу. Вот, я задалась целью как можно больше людей вокруг себя вовлечь в это. Ради того, мне был Тимазурн, в цектах дондышта. Я говорю, так, все, Ирона, кофейни, куда я хожу, места, где я хожу. Я умудряюсь в ресторанах говорить на остинском языке, когда делаю заказ. Понимают? Я уже несколько раз, у меня есть друг, Салам Коста, он с перегибом фанат. Вот он принципиально во Владикавказе. Не буду говорить его фамилию, а то обидится. Он принципиально, приезжая во Владикавказ, вообще отказывается говорить по-русски. И он, когда вот мы делаем заказ, сидим в ресторане, он по-остински, а он еще такие слова знает, которые я в быту не слышал. И он вот обращается, у него такой филигран, вот у него правда филигран. Он говорит, и официант на него непонимающе смотрит, я вижу, что он начинает злиться. Я говорю, Коста Бахатырка, не борон. Я говорю, вот это выше. Я говорю, да, ну то есть вот что-то, я смысл понял, что принесите мне что-то, а что это, да? Ну, видите ли, он так Бефстроганов назвал на остинском языке, как-то понимаешь, что так завернул. Вот, то есть я понимаю эту историю, то есть вот. Но я сверяюсь. То есть я все-таки не за агрессивное, я за мягкое внедрение такое, потихоньку, мягко, настойчиво. Я говорю, Иронаум было, если вижу там Сослан или Алан, Иронаум было, и там мне кивают, я продолжаю заказ на остинском. Кто-то отвечает на остинском, и там есть коннект, а кто-то отвечает на русском, я говорю, ну уже хорошо. То есть это тоже для меня шаги, потому что в заведениях привыкли, потому что на остинском может прийти не обязательно там хиштар, а вот молодая девушка, и может заказать на остинском. Она хочет это так сделать. И в заведениях, где меня уже, знаешь, уже здороваются со мной на остинском, это классно же. И сразу пропадает вот эта иерархия официант и покупатель. Да. Я потому что с кем я по-осетински несколько раз заговорил, теперь я захожу в кафе, и они, и, знаешь, как вот я понимаю, что у них есть стандарты, да? А мне не нравятся эти стандарты. Я говорю, что мы не сможем вот эти стандарты сервиса европейские выполнить. А давайте, пусть человек заходит в ресторан, и будто бы он попал вот к тебе на братскую хату, там, вот, ты ему сейчас накроешь, да, фушим, уй фушим дыважек. Да, и сразу, салам, ты со всеми здороваешься, со всеми официантами, и люди часто думают, а ты что, знаешь всех в этом заведении? Да, говорю, просто здесь часто кушаю, и все. То есть ломается иерархия моментально. Да, это классно. Вот возвращаясь к другу Артуру Аншалмта, я задалась этой целью. Позже я ехала в Питер. Там именно почему-то в Петербурге я поняла, что я хочу заниматься курсами остинского языка. То есть уже нести... я хочу вот так. Эта мысль просто ко мне пришла. Мафтама израла димикс, мен болта байт той зурн, кафе ты байт той зурн, мамбайдет тон, ратон объявление. Не сразу пришли, потому что я тогда не так активно вела соцсети, не так позиционировала себя, что там лингвист. Вот. Это началось вот абсолютно относительно недавно. Афаз вот цыгано, афаз. Нет, афаз и каттер. Байт той мамфашин, саун. Я чисто масава радам, что я об этом всем тоже говорю. Это молодые люди от 20 плюс до 40. Есть даже 50 плюс 50. Основная мотивация я хочу, чтобы язык перешел моим детям.
Вот я всех спрашиваю, почему ты хочешь? Это прекрасная мотивация, потому что, как говорил на Фиджи Сойт, Астин тот, у кого дети Астины. Вот. Тот, кто себя считает Астином, да. Да, я всегда спрашиваю, когда знакомлюсь с предполагаемым студентом, учеником, говорю, какая мотивация, что ты хочешь. Я хочу, чтобы мои дети знали, я хочу знать, я хочу читать. Не все хотят читать, умирать шахзнен. Уйдар хоржу, гайтерман хашкин кубайдайтер хоржу за них. Молодые люди хотят за столом уметь сказать то, что нужно, потому что, опять-таки, это в процессе, я учу студентов, у них бывают запросы, да, какие-то. Я понимаю, что астинский мужской стол, он более регламентированный, чем женский. Я умею там, ну хорошо, жены, но так как я не сижу с мужчинами, понятно, там все более регламентировано. Есть определенные фразы. И молодые люди хотят их знать, хотят их использовать, хотят стол и там, если нужно повести или сказать что-то. Я радуюсь этому, меня это радует. Я вдохновляюсь этим и понимаю, что это нужно. То есть это почему-то мы подумали или придумали, что он нам не нужен, что можно жить без него. Нет, очень много историй и очень много запросов, которые я не успеваю закрывать, с желанием «я хочу говорить, я хочу учить, я хочу знать, хочу учить, научите меня». Малый хоржу. И здесь обнаруживаются еще какие боли, да, вместе с этим. К сожалению, вот эта преемственность ведения стола, да, фраз, арфата немножко теряется и делегируется, видимо, на преподавателей, на людей, которые могут донести это. Вот почему так случается, пока не могу понять. Но это есть. Вроде бы мои ученики, опять-таки, рассказывают, они сидят за столом, они не понимали раньше, да, что происходит. Сейчас, говорит, мы сидим и хотя бы понимаем, что происходит и что говорит старший. Уже хорошо. То есть, видимо, от того, что там ребенок в каком-то возрасте теряет связь с астинским языком, соответственно, он не понимает, что творится за столом, уже связи нет, и это все теряется. Я думаю, что терять это нельзя, и хорошо, что молодые люди это понимают и с этим запросом приходят. Это нужно. Ну, вот такой. А все-таки кого больше? Это вот осетины изначально, да? А есть вот неосетины? Есть неосетины тоже, это тоже удивительно. Было мне, да, было удивительно мне, но с другой стороны, почему бы и нет? Да, осетинский язык — это такой же язык, как и любой другой. Если ты живешь в республике, это была Наталья, она планировала переехать сюда, я ей сказала, я хочу знать язык. Классно же, это же умно, умно, на мой взгляд, на жену. Я помню, ко мне обратился знакомый парень, ингуш, который меня просил посоветовать ему преподавателя астинского языка. Ну, я, естественно, тебя посоветовал. Потому что вот для него тоже это был момент, что он говорит, наши предки, они знали языки соседних двух народов. И у нас есть такой астино-кабардинский чат, и мы сидим, и в какой-то момент я понял, что два наших брата-черкеса вдруг стали по астинскими фразами переписываться. Они так шутили. И один из них рассказал историю, что в 90-е годы дедушка прекрасно, по-моему, селение на границе Осетии и Кабардино-Балкарии, одно из них, и он часто ездил в Осетию. Когда он ездил в Осетию, его останавливали астинские полицейские. И он им на чистом астинском говорил: слушайте, меня там в Кабарде менты раздели, в конце концов, вы меня своего тоже будете здесь грабить. Когда ехал обратно, он на кабардинцам говорил, что слушайте, меня там астинские менты раздели, вот вам не стыдно сейчас меня останавливать. То есть, и это двуязычие, это была норма. Когда ты понимаешь, астинская пословица есть классная. Салов шаджи жоныш, евал ады маджида. Вот прекрасная иллюстрация. Кстати, одним, я не знаю, по-моему, повторяюсь, но одним же из принципов хвастовства, в хорошем смысле, когда вот, ты хочешь знать, что за человек, и он хочет сказать, вот я непростой. Он же не говорил про то, что у меня сбруя там золотая или что-то, да. Он говорил, сколько у него кунаков у соседних народов. Я вот там знаю человека, там знаю. И про него говорили, вот серьезный человек, он там знает, значит, уважаемый. То есть, поэтому, если ты знаешь Кабарде людей, в Ингушетии людей, в Чечне людей, то тебе надо будет говорить с ними как-то. Вот, да. Я до этого шутила, пришла к выводу, что сейчас многие говорят, да, о нетворкинге. Нужен нетворкинг, как там создавать это все.
Я понимаю, и студентам тоже говорю об этом. Вот это астинское, вот сразу камейда, амауина жоныш, амаитана жоныш, амауртауитана жоныш, это же нетворкинг. Вот ты знакомишься с астином, ты начинаешь искать точки соприкосновения. Ты сейчас у меня вот прям с языка украла мою любимую фразу, потому что я говорю, более подходящего под нетворкинг, чем осетинская среда, я не найду. Я это много раз говорил. Вот заходишь там в Wildberries или куда-то, да, там что-то. Я не помню, что я забирал, мне паспорт надо было показать. И кто-то паспорт взял, пухотейда, ого, она с хусотейда. Все, это работ, мотос, работ, так это. И вот все, понесло, человек за тебя делает, ну хотя он не должен этого делать, но он максимально хочет оказать тебе, вот, ахдау сделать. Вот, да. Вот, нетворкинг. Я помню, когда я училась, не знаю, заберешь ты эту мысль или нет, когда я училась, мы говорили о том, что если ты, ну, мол, без связи тебя никуда не возьмут. И я тогда тоже, буквально недавно об этом думала, такая рьяная, говорю, да, вот без хионизма никуда, вот это. И сама я еще это, ну, жизнь не поняла, но студентка я была умная, и, ну, анализировала какие-то мысли и выдавала, хотя это было не из опыта, из аналитики мысли, что вот без связи плохо. В этом, конечно, это, ну, агарзаишна хионизм, но я понимаю вот этот момент, то есть, когда я знакомлюсь с человеком, мне важно понять его точки соприкосновения, и до этого моя бывшая студентка, адвокат Диана Шаламдан-Рвитин, она тоже говорила об этом. Я спрашиваю знакомых, потому что я ищу точки соприкосновения. Вдруг этот человек меня там либо подведет, либо наоборот, ну вот куда я могу еще помимо обратиться, вот, чтобы знать этого человека, чтобы человек был, я сама это вижу, так, более объемный в моем мире, не просто вот он какой-то. Я не люблю, когда мне представляются просто там именем. Не то, что не люблю, я всегда, а почему не фамилия? Там, мы же Ирина, да, там, Кастейдан или Кастиринадан. Потому что это тебя идентифицирует. Просто Георгиев, Ирин, Аликов, ну, много. И вот эта идентификация через фамилию. Потом начинается там Макасейда, Камахуркотта. И вот, и все, и человек... И все, уже точки соприкосновения, и я считаю, что это очень важно. Сегодня, понятно, мы уже там и работаем, бизнесы у нас, и там мы крутые, современную жизнь живем, но вот без вот этих точек соприкосновения, которые потом, да, в разных моментах они срабатывают по-разному, ну, жоныш, ну как без этого? Да, как-то можно, ну, это же классно, что мы такие вот, это ж когда рака нам есть до всего дела. Те, кто пожили в Москве и в Петербурге, говорят, там никому до тебя дела нет. Его и хоржу в Ацаганна, и нардагайта автокунава, если мы будем уже друг другу безразличны, то это тоже будет, ну, другой момент. Я вот от дедушки часто слышал, вот когда он про кого-то говорили, халама нишилегу. Что нечаянная зона. И вот, нечаянная зона. И я как спрашивал, я дедушку спрашивал, там, или мой старший брат его спрашивал, ну, что не так? Ну, может, это, он автоджиная гененме кертимиде, нечаянная зона, вот шилегде. И это сразу же вот показывает, да, вот, что этот хионизм, я понимаю, когда мы говорим про негативную коннотацию хионизма, я даже один подкаст посвятил тому, что если в Осетии люди живут лучше, чем в других регионах, а я утверждаю, что при меньших деньгах, да, мы беднее, чем во многих других регионах, но мы живем лучше именно благодаря этому хионизму. Я всю жизнь, я памятник готов хионизму воздвинуть, потому что он же вот, ты приходишь в военкомат в Москве, вот я пришел в военкомат в Москве студентом, там надо было оформиться, и какая-то врач, она увидела астинскую фамилию, и там не было ни коррупционной составляющей, не было ничего, просто она чуть-чуть присмотрела за мной. Потому что вот, да, присмотрела, увидишь. Да, факешная, да, работа факешная, да, и все. И это не же порешала за тебя какие-то, вот просто. А просто тебе
подсказала, как пойти, что сделать. А ты там в суете, ты студент, первый курс, ты, ну, хаос, много людей. Она просто за тобой присмотрела. И это так было как-то вот по-матерински, что ли, она была, поступила ко мне. И я вижу, как представители крупных народов, которые это потеряли, они этому искренне завидуют. И когда они переезжают в Осетию, они заново это обретают. То есть я несколько людей знаю, которые там, будучи там пограничниками, как-то их командировали сюда, все, они отказываются уезжать. Я не хочу. Почему? Да, слушай, вот ребенок во дворе, я не переживаю, за ним присмотрят. То есть, а я там должен за ним как ходить, вот смотреть, что-то произойдет, не произойдет. То есть вот этот хионизм, это в первую очередь, наверное, нетворкинг, который нам помогает выстраивать связи. И когда мы этот хионизм сдабриваем остинским языком, он начинает лучше работать. Он работает, да, он работает по-другому. Еще вот про Ождан Зинат хочется сказать, да, не пафосные речи из практики Мамат кажется лекции. Там, вот она взяла, включила какие-то лекции по этикету. Мама любит что-нибудь такое интересное посмотреть. Она смотрит лекции и потом делится со мной мнением. Ирсам кашин, кушинша лекции там, мадама им барын, удон сазурын суй улман, ахруман акото ифл, манан набинон таку сардышты, ую. Хиштар мокутқау кашин, швалла такуама кудой. Мадам ирдам судонса этикетта хонс, утадам махан на культура у нас арду. Горский этикет. Если, как, по-моему, это Алихан Хуранов у себя написал, что если вы посмотрите правила поведения, которые требуются, которые выставляются к королевской семье Британии, вы просто поймете, что средняя лагирская семья соблюдает точно такой же этикет. Вот, да. По-моему, это прекрасно. Конечно. Ты в самом начале подкаста сказала, что все-таки остины сдержанный народ. Может, мы не сдержанный народ, да, но сдержанность у нас всегда была одним из таких качеств, как сказать, необходимых, да, вот, которые восхваляли сдержанность. Ождан Зинат в каком-то смысле это именно сдержанность, да, когда вот за этим, как сказать, понятно, там вот буря эмоций, которая внутри тебя, но она скрывается за тобой, зато в каких-то небольших движениях, взглядах, каких-то маленьких фразах люди понимают, что с человеком сейчас происходит. Да, и люди тогда в этом плане друг к другу более внимательны. И я вот Ахмеда Цаликова читал «Брат на брата», и я обратил внимание, я тоже люблю жестикулировать. А там была такая фраза, обрати внимание на этих осетин, они, говорит, слишком жестикулируют, наверное, долго лакеями были. То есть вот видишь, вот несдержанность в руках, все-таки ты помнишь, да, как вот осетины, то есть несдержанность в руках, и он на них плохой вывод сделал. Да, потому что с другой точки на них посмотрел. Да, архаичное какое-то. Но ты понимаешь, что она тебе близка, эта точка зрения. Хотя я тоже вот часто руками двигаю, а в какой-то момент, когда эту мысль ловлю, я так сразу руки сжимаю, чтобы соответствовать какому-то образу. Да, мне мама опять-таки часто говорит, усыкухта. Замечания тоже это делали часто. Да, но, видимо, это как говорит мое тело тоже вместе с тобой, да. Поэтому, когда-то я, наверное, приду к этому тоже. Как мы все пришли к необходимости хионизма. Вот, да. Еще про сдержанность, знаешь, что хочу, тоже об этом часто говорю. Как остины замечания делают. Вот по-настоящему, как я, не так вот в лоб у Ожданы. Я вот это знаю от бабушки своей. Вот ком-кома на фаже. Когда-то я писала, по-моему, вот она не прям в лоб скажет, да, а вот как-то образно она это скажет. И когда я студентка была, я не понимала, почему бабу так говорит. Я максималистка была, мне хотелось, чтобы бабу тоже прямо говорила. А уже с возрастом, да, вот я взрослела, я понимала, что это же как красиво, вот, это лучше доходит, это запоминается. Мой отец как-то мне сделал замечание, это даже не выглядит как замечание, это я подросток была, я бегала, и у меня была какая-то футболка, я как-то задиралась, видимо, или что было, и мой отец это заметил, и он так смотрит на меня и просто одну фразу сказал: «Сынафида уймадар». Он не сказал «Асы футболка мадар» и так далее и тому подобное.
Он сказал: «Снафида уймадар». Все, я все поняла. Я просто все поняла. Бабу, ну куджахта. Усы чужи фаштаничи марбакашти. Я думаю, сайкой канысма бабу, когда мам ничи двары ничи бакашти висауди. А она имела в виду, нет ли ухажера, жениха, который вот бакаштиш. И вот это так красиво, если честно. Это, во-первых, ты учишься красивой речи, да, и если посмотреть на риторику, да, там ораторскую речь, там королевские особо опять-таки такая, и ротет, и нафус там падзах, и макняш, ты еще потидар, ишнам канзина тадарфала, моя схуйна, вот, и там вот умение красиво и изящно изъясняться, это мы учили, а опять-таки есть эта информация есть, этот опыт есть. Среди не все, конечно, есть кто-то, те, кто в лоб говорит, но это тоже классно. Не классно, потому что все-таки Важдан Зинат это было вот, как сказать, если надо было в лоб, то это уже плохой сценарий развития. Да. Я знаю вот традицию, ну она, по-моему, у всех северокавказских народов, когда невестка приходит в дом, к ней никогда, ее напрямую никогда не поругают, а скорее позовут дочку свою и начнут ее отчитывать за косяки невестки. Таким образом, они не хотят обидеть ее, но донести до нее информацию. Ну, то отчитывать, я как сказал, конечно, мягко, да, там. Вот. Я в детстве всю жизнь, все детство слышал там, вот не дай бог, там, ты... при тебе режут барана, ты отворачиваешься, отец, понимаешь, потом, потом ты случайно ударил палец, ты там, у тебя слезы идут, и папа на тебя смотрит, ну и ты вот это уже, это как вот формула, да, что, и он же тебе не сказал, не плачь, не отворачивайся, да, он тебе просто говорил одну формулу, да, и ты как бы уже, и ты знал дальше, как действовать. Да, вот. Да. Ему не приходилось тебе объяснять что-то долго. Я когда замечаю это умение образно выражать мысли, да, делать замечания, желания. У меня есть один ученик, Геор, и он всегда... А вот как ответить, вот как будто ни да, ни нет? Я уже... Он, видимо, любит вот так отвечать, там, не «о, на». А вот как ответить, как будто «омах, кэдгананиш», вот так, кэдгананиш». И он эту фразу заучил, вроде бы, и использует ее, потому что не хочет, да, нет, он хочет так образно отвечать. Классно. Да, когда надо, но тебе не хочется говорить человеку, что надо. Побуду рафтою котта, шкода ми бажармаса, он канасай, канынсыдарта, вот, ба, сай нажам, ома кэдгананиш вот сауна. И не прямо. И опять-таки, когда я была максималистичной, я думаю, вот бабу хочешь, или не хочешь? Опять, ба ножом на сай, ома дон шибар. Я не думаю, я уверен, это будет только первой частью подкаста, потому что вот сейчас я вынужден по хронологии его прервать, но мы должны продолжить вторую часть, потому что есть очень много что обсудить. Я вот сейчас вспомнил мысль, я хотел поговорить, вот ты говоришь про стихи, чтобы не только ограничивались на Коста, а есть такая проблема. Коста открывал для нас весь мир, но он не хотел, чтобы мы на нем только сконцентрировались. Я вспоминаю вот посты про рэпер Хаски, его песня «Черным черно», использование черного цвета Алиханом Токати, про это писал один астинский паблик. И вот ты понимаешь, что миллион таких аналогий, и про это надо поговорить нам с Ирой, потом мы с Ирой еще раз встретимся. Да, про Дюну и про Дюну обязательно, да, обязательно. Вот. Пишите комментарии, ссылка на канал обязательно будет. Я думаю, там в комментариях тоже можно будет написать, задать вопросы. И ждите второй части. Интригуем. Бужна года да он даркайма фахуттай. Хоржн хашн рава дима магашка. Фензштам куду за ней. Подкаст кашчиты жардамов асавзана вина. Бужна контешчин. Штурбузник дяндар. Рашмаут. О, валахи жут.